Представить рабочее место без компьютера уже практически невозможно, а исторический пример Лудитов показал, что бороться с прогрессом на рабочем месте – дело неблагодарное. Поэтому для тех, кто хочет подружиться с цифровыми технологиями, в Юго-Остинском государственном университете проводят бесплатные курсы повышения компьютерной грамотности. Тема занятия – работа в Microsoft Word. Для сотрудников Юго-Остинского научно-исследовательского института компьютерная грамотность помогает повысить эффективность, рабочий процесс и общий опыт на рабочем месте. Вот где у нас заливка фигуры, помимо того, что мы можем вот из этой палитры выбрать какие-то определенные цвета, можем вот здесь посередке у нас нет заливки, то есть контур остается, а мы можем саму фигуру сделать прозрачной, да? Проект обучения основам компьютерной грамотности сотрудников различных учреждений республики был запущен в ЮГУ по инициативе ректора Вадима Тедеева. В рамках курсов сотрудники различных организаций могут в течение определенного времени овладеть основными навыками работы на компьютере, освоить интернет-технологии, научиться работать в программах Microsoft Office. Уже более 200 сотрудников различных организаций получили сертификат о прохождении данного курса. Среди них сотрудники дошкольных образовательных учреждений, библиотек, учителя, а теперь и сотрудники НИИ. В своей работе каждый из нас хоть раз сталкивался с необходимостью использования компьютера. Поэтому я считаю, что компьютерная грамотность, она обязательна для всех, и для старших, и для младших. И мы попросили, чтобы нам провели курсы компьютерной грамоты, краткосрочные, 5-недельные, в Юго-Остинском государственном университете. Работает с нами очень хороший преподаватель, очень хороший человек, Бекоев Ацамаз Таймуразович. Мы очень довольны, он очень доходчиво, понятно и, самое главное, с большим терпением проводит нам занятия. Немаловажную роль в освоении цифровых технологий играет психологический барьер, в преодолении которого поможет грамотный и доброжелательный наставник. В данный момент у нас занятия проходят с сотрудниками научно-исследовательского института. Это обычная практика. Обычно курсы рассчитаны для начинающих, но все зависит от контингента, который обычно бывает представлен, имеют желание. Это самое главное для меня, как для преподавателя, когда видишь желание обучающихся учиться чему-то, да? Люблю, когда бывает много вопросов. Лично я приветствую, когда бывают эти вопросы. Чем больше, тем лучше. То есть тем видно заинтересованность обучающихся, и тем больше бывает эффект. И больше удовлетворения для меня, как для преподавателя, еще больше удовлетворения для них, как для обучающихся. И бывает весело, веселее, интереснее, и даже местами появляются какие-то крылатые фразы. Да? Одно время у меня обучение проходила секретарша из канцелярии, она всегда спрашивала: а то, что вы сейчас говорите, это машинистке надо? И у нас даже вот такое выражение сейчас есть, то есть я могу вам вот это рассказать, но машинистке это не надо, да? То есть при печати это вам может и не понадобиться. Может, даже повторюсь, скажу, что чем больше вопросов, я даже им так и говорю, да, вот один и тот же вопрос вы можете 250 тысяч раз задать, да, то есть если вы задаете, значит вам что-то непонятно. И вот моя цель в этом и заключается, да, что понятно, что всего они могут и не знать, не узнать или, допустим, там освоить, запомнить, но цель этого начального курса заключается именно в том, чтобы они имели представление, что можно сделать в той или иной программе. А потом, когда они будут знать, что это можно сделать, они при необходимости уже найдут способ или возможность докопаться до этого, да, что вот там есть, и они смогут найти в дальнейшем.